Так, так, сейчас глянем, подожди-ка. Что получается? Так, все есть, все нормально. Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня 7 ноября. Не поздравляю вас ни с какими там круглыми датами и все прочее. Сегодня стрим, значит, по поводу состояния, значит, бурятской диаспоры в Соединенных Штатах Америки. Так, сейчас я тут чуть-чуть немножко замешкался. Сандан, приветствую. Да, приветствую всех зрителей, приветствую всех Что, подписчиков. как дела? Да все нормально, пойдет. Ну и что там в итоге, что там с бурятами, которых арестовали, которые сидят в детеншене? Что, какая у них судьба? Как там бурятская диаспора на это реагирует? Или как всегда все замышились, короче, запрятались и, значит, перешли в режим тишины? Как там все? Но сейчас Какая-то, обстоят ну дела. кто-то, активисты-то должны были подняться в защиту, значит. Да, сейчас в целом с иммиграцией обстоят дела не так хорошо, потому что перед выборами, так сказать, текущий президент обещал, что будет депортировать криминальных преступников, криминальный элемент, и, соответственно, тех людей, которые ранее были осуждены по Сандан, там что-то, определенным короче, ключевым статьям. со звуком там, короче, как будто что-то ударяется об что-то. А вот так лучше? Ну да, это, наверное, штука у тебя там обо что-то бьется. Да. Значит, ранее президент просто говорил о том, что перед выборами, да, о том, что он собирается устроить массовую депортацию людей, и как бы таргетирование происходило бы в отношении а, нелегалов, которые абсолютно на нелегальной основе здесь находятся, преступники и криминальные элементы, которые были допущены в эту страну или каким-то образом проникли сюда. Но как мы сейчас видим, в принципе, депортируют абсолютно всех, особенно тех, кто перешел через Мексику. Насколько мы знаем, у нас очень многие, так сказать, из нашей диаспоры перешли через Мексику, и, соответственно, они являются на данный момент, скажем так, целью текущей администрации. И, соответственно, таргетирование идет, на мой взгляд, также по расовому профилированию. Потому что, например, суд в Калифорнии, да, если я не ошибаюсь, в Лос-Анджелесе, он разрешил миграционным агентам совершать, так сказать, рейды на основании расы и
так сказать, наличие акцента или не владение английским языком. Ну, то есть расовое профилирование. Соответственно, в данный момент очень многие люди, которые находятся здесь, они каким-то образом работают, например, на траках, и, соответственно, на траках очень часто происходят проверки, например, на вейт-стейшенах, на agriculture station, да, например, в той же самой Флориде или в Калифорнии. И, соответственно, на определенных таких чекпоинтах находятся офицеры ICE, и, соответственно, на данный момент, если у офицеров ICE существует определенная квота, да, по поимке, так сказать, мигрантов, то, соответственно, если эта квота не выполнена, и если, в принципе, определенный человек подходит по определенным критериям, они его без проблем могут арестовать на данном чекпоинте и, соответственно, поместить его в детеншн. Потому что если а, судить по закону, то, в принципе, как бы у агентов ICE такая возможность есть, потому что те люди, которые находятся в Соединенных Штатах, пересекшие границу через южную границу, то есть через Мексику, они находятся на условно-досрочном освобождении до тех пор, пока по ним не пройдет суд. Как только проходит Мгм. суд, если позитивное решение, они могут спокойно передвигаться по стране. И если, соответственно, решение суда отрицательное, если не подана апелляция в течение 30 дней, то как бы человека депортируют из страны в страну исхода, как говорится. Соответственно, ну, на данный период как бы иммиграция обстоит достаточно тяжело, потому что, ну, как вы знаете, у нас лица, так сказать, не белые, и, соответственно, подходим под эти критерии. Я бы сказал, кому как повезет, но, в общем, значит, те люди, которые находятся в определенных городах, то есть это sanctuary city, это города-убежища, скорее всего, там в какой-то степени и вероятность низкая, а с другой стороны вероятность высокая, потому что в целом, насколько я понимаю, агенты ICE находятся именно в этих городах, потому что происходит политическая борьба за эти города, и, соответственно, в этих городах находится очень много мигрантов, которых, ну, легче всего вылавливать. И, соответственно, я думаю, что, может быть, в Нью-Йорке это еще впереди, но в Чикаго, допустим, активно ловят. Ну, по крайней мере, то, что происходило буквально там неделю назад, пару недель назад. На сегодняшний день, может быть, ситуация чуть облегчилась, но, насколько я знаю, вот буквально из кыргызской диаспоры человека арестовали на тракстапе. То есть, казалось бы, они вроде на чекпоинтах арестовывают, но человека заметили на тракстапе и, ну, в принципе, был арестован. То есть человек практически довел свой груз, но, как говорится, немного не повезло, поэтому его арестовали. Касательно того, что многие затаились, ну, в принципе, это общая тенденция. Как бы люди сильно не хотят сейчас высовываться, потому что достаточно высок риск ареста. Некоторые люди приходят на регулярную проверку к иммиграционной службе, их там забирают. Некоторые в городе ходят и попадают под рейд. И, соответственно, если попадают под рейд, то тоже помещаются в детеншн. Ну, то есть абсолютно сейчас ситуация непредсказуема. Нет определенных критериев, по которым могут задержать или не задержать. Поэтому тут уже как бы срабатывает такой человеческий фактор или, грубо говоря, оказался не в том месте и не в то время. Ну вот, слушай, появилась такая информация о том, что, значит, существовал значит, в Монголии какой-то бурятский там информационный центр, что-то в этом роде. И он рисовал кейсы бурятам, которые вот как раз в сентябре-октябре 22 года побежали от мобилизации. И с тем расчетом, чтобы они проходили, значит, границу с Мексикой и подавались, так скажем, на политическое убежище именно по миграции, по мобилизации. Но, то есть, есть ли у этих людей какой-то вообще шанс, потому что я знаю, что мобилизация это не основание, значит, для политического кейса, так скажем. И вот что вот там, ну, в среде, так скажем, бурятских мигрантов говорят о тех людях, которые вот заехали не по расе, значит, не по политическим каким-то кейсам, преследованиям, значит, не по административным статьям, а именно по мобилизации. Таких, наверное, большинство.
и как вот у них там дела обстоят, как они себя собираются защищать, или, как мы уже знаем, есть такие люди, которые соглашаются на добровольную депортацию, когда ты подписываешь документ в этом, в ICE, да, и тебе дают $1000 и депортируют сверху. Ну, на самом деле, здесь ситуация такая интересная, потому что я, к сожалению, не могу прокомментировать того, чего не видел. Я не знаю, на самом деле, как они там пишут кейсы или не пишут кейсы, может быть, это байка, потому что, ну, миграционное право в США, оно имеет свои критерии, и, ну, на мой взгляд, мне абсолютно непонятно, как человек, который находится за рубежом, или в данном случае в Монголии, да, может написать кейс тому человеку, который бежит, так сказать, из России, да, если мы говорим про Россию. Поэтому я не могу прокомментировать этот вот момент, но касательно того, что говорят адвокаты говорят, что, ну, некоторые адвокаты говорят, что по мобилизации они получали убежище, но мобилизация должна идти с какой-то связки. То есть одной мобилизации недостаточно. То есть должен быть какой-то еще параллельный момент, какое-то параллельное основание, из-за которого человек может получить убежище. Это первое. Второе, о чем они говорят, то есть если вы какие-то, значит, если вы какую-то активность осуществляли в стране исхода, да, то есть, соответственно, вы должны и продолжать свои действия, находясь здесь, в Соединенных Штатах, потому что на это, так сказать, обращают внимание. Ну Опять вот, же, это например, говорят адвокаты. яркий случай с Виктором Мурихановым, да? Появившейся Да. информации появилось, что он в суде не смог доказать, что это он, потому что он выходил в США с закрытым лицом и только с глазами вот так. Ну, то есть не Ну, было тут, видео, где он с открытым лицом, короче, он мог, в принципе, давать материал вот так, но должен был ролик быть, где у него свободное лицо, где его можно было определить, так скажем. Но ну сейчас, я да, думаю, значит, свободная Бурятия там привлечет каких-то мощных, ну, чтобы свой статус просто отстоять, что это его активистов, а они его не смогли спасти как будто бы. ну, Но нас, факты, конечно, не радующие, потому что, в общем-то, ну, как мне говорят, кто попробовал один раз в жизни Америку, он больше в другой стране жить не может. Поэтому, конечно, надо сейчас ручки не опускать всему бурятскому сообществу, которое находится в Соединенных Штатах, сплотиться, наконец-то выбросить вот этих инфо-цыган, потому что ты правильно сказал, что, ну, вроде как слухи есть, но ты знаешь же, что в Монголию туда зачастили вот эти инфо-цыгане, которые, значит, продвигают идею там карты Монгола. Я обращался в официальные монгольские органы, они там знать не знают про никакую карту Монгола, и вообще, в принципе, ни в Хурале нигде никаких проектов нет. Ну, это просто как разговоры уличные, да, что, ну, какой-нибудь монгольский депутат может сказать, да, но никто там этой карты Монгола не собирается продвигать в монгольском Хурале, то есть это просто чистое инфо-цыганство, ЧОС. А я знаю о том, что от агентов также бурятских, которые находятся и в Монголии, и в Бурятии, что они, вот эти инфо-цыгане, это устойчивая мошенническая группа, преступная группа, которая ездит по регионам, собирает с дураков в деревнях деньги на существование. По факту работа никакая не ведется. Ну, в общем, это такое как бы мошенничество на доверии просто. Ты мне доверяешь, вот вроде как идея благая. Но я поначалу думал, что действительно это активисты какие-то и так далее. Но когда, в общем-то, послушал, что они говорят и какова их деятельность, то понятно сразу, что они не собираются никакой деятельностью активной заниматься. То есть там просто сбор денег и ездение по ушам. Поэтому ничего удивительного нет, что кто-то мог купиться на те же кейсы, например, находясь в Монголии, заплатить какие-то деньги, пройти нелегально границу, хотя я предлагал хорошую альтернативу бурятским, значит, деятелям, отбросить все, что их учили в русском мире, стать бурятскими националистами и на границе офицеру заявить, что Центральный комитет партии бурятского возрождения Бурят Гюрун сказал нам покинуть пределы оккупированной Бурятии, значит, перебраться на ПМЖ в Соединенные Штаты Америки и начать формировать бурятскую национальную диаспору в США
в соответствии с американским законодательством. Короче. Вот этого было достаточно, я более уверен, для того, чтобы получить такой надежный кейс. А то, что как они там бегали, что они такие хорошие, там за Навального стояли или еще что-то, это все не работает. Потому что и навальнят, выгоняют этих активистов, ну, только не блатных, которым сразу выдали грин-карты. Были такие, которые сразу заехали, они получили грин-карты. В течение года грин-карту оформили американское гражданство. Такой тип грин-карты. Я слышал, в том числе пострадало большое количество людей. Так. Зуртан, повтори вопрос, я тебя не услышал. Я просто прокомментирую то, что Что по поводу мы грин-карт, по предыдущему блоку что есть говорили. разные типы грин-карт. Разные Сейчас, типы грин-карт есть. да, я сейчас Так, ты слышишь меня? я просто сейчас добавлю по поводу предыдущего. Да, слышу. Я просто добавлю для ясности по предыдущему блоку относительно того, что там, как получают кейсы и так далее, да. Ну, то, что говорят адвокаты на самом деле, а ситуация сейчас какая? Администрация пришла другая, и, соответственно, требования сейчас немного другие, они немного более жесткие. И, соответственно, если у человека реально есть кейс, то, в принципе, ему беспокоиться не стоит. Просто как бы бремя доказательства, оно стало более такое, ну, скажем так, планка по доказательству стала намного выше. И, соответственно, очень многое зависит от определенной юрисдикции, по которой проживает человек. То есть разные города по-разному оценивают, так сказать, степень, да, того, насколько человек может уехать обратно или не может. Потому что, ну, как бы, каждый суд находится в определенных федеральных округах, и, соответственно, в этих федеральных округах и даже судах есть устойчивая, скажем так, политика по предоставлению, так сказать, убежищ. То есть какое-то право, допустим, они более применяют, какое-то менее. Соответственно, все зависит от того, насколько человек соответствует данным критериям и насколько у него хороший адвокат на самом деле. Вот. И, в принципе, как бы на этом, да, можно сказать, все. Это то, что говорят адвокаты. Касательно вот вопроса, который ты задавал, можешь еще раз его повторить, Зуртан? Потому что у меня связь была не очень хорошая. Ты исчез в данный Да, момент. там какой-то, я не знаю, с чем. У меня тут же сбой произошел, я не знаю, может быть, этого пускай даже в эфире не будет. Я спросил насчет того, что ладно, там пострадали вот от действий сейчас администрации Трампа те, которые просили убежища, да? То есть они фактически должны находиться по американским законам в детеншене сидеть, вплоть до вынесения решения. Но поскольку детеншены переполнены, там ситуация менялась, да, во время администрации Трампа, например, они ожидали притока других беженцев, там, соответственно, все, кто сидел в детеншене в феврале 22 года, их всех выпустили по гуманитарным соображениям. Но это же, во-первых, не означало, что, я так понял, что эти люди могут работать на всей территории Соединенных Штатов, то есть такое разрешение на работу, только на так называемом локале где-то, так? Но также еще пострадали вот от этих законов, которые в целом в пакете принялись, да, что не могут в том числе на траках работать там определенный тип гринхолдеров, тех, которые держали определенный тип грин-карты. То есть есть там грин-карта на 3 года, есть грин-карта там на 5 лет, есть, по-моему, грин-карта на 10 лет. И вот что с ними, вот те, кто выиграл, например, там же есть еще такая группа достаточно большая бурят, которые выиграли грин-карты. И меня всегда вот удивляло, что эти люди, которые выиграли грин-карты, они так, знаешь, как-то к этим грин-картам относились, как будто бы, как тебе сказать, ну как-то кощунственно, что ли. Ну, у меня есть грин-карта, ну, поживем в США, не получится, уедем. И я слышал историю о том, что вот таких держателей грин-карты, которые выиграли в году 2020, там прожили 2 года, ну, поиздержались и, видимо, решили вернуться, и в году 23-м их обоих посадили. Причем на довольно длительный срок. Но, опять же, это слухи, и как бы, как это по бурятской традиции, они, конечно,
там даже не би-не-ме и не кукареку. Но слух такой был. Вот что сейчас с теми, кто выиграл грин-карту, и что ты им советуешь? Потому что я вот вижу большое количество тиктоков, например, граждан Казахстана, значит, Кыргызстана, Узбекистана, которые выиграли грин-карту и пошли в армию американскую. Вот для А, тех, кто беженцы, вот кто Мексику пересек, например, запросил политическое убежище, у них есть вообще возможность пойти завербоваться в американскую армию, нет? Ну, если я не ошибаюсь, это еще во времена Байдена, может быть, во времена Обамы, а может быть, во времена первой каденции Трампа, да. Сейчас то есть на тот момент отменили, то ли это был закон, то ли это было право, когда человек, который находится в Соединенных Штатах, даже без грин-карты, мог рекрутироваться в армию США и, соответственно, в дальнейшем легализоваться через этот способ. На данный момент сейчас необходимо как минимум в некоторых случаях решение суда о получении политического убежища. А по идее, как бы необходимо минимум грин-карты для того, чтобы рекрутироваться в армию. То есть необходимо иметь статус постоянного резидента Соединенных Штатов, который дает, соответственно, грин-карта. И, соответственно, есть такие кейсы, когда люди выигрывают грин-карту, и на протяжении, там, допустим, после того, как они рекрутировались в армию, там, 2,5 месяца, они получают паспорт США. То есть такие кейсы существуют, и, соответственно, если кто-то хочет, допустим, пойти в армию и получить гражданство побыстрее, ну, это необходимо уточнить у рекрутера в армии и поинтересоваться, возможно, как бы ускоряют сейчас процесс получения гражданства, а может быть, в связи с новой администрацией, может быть, это теперь стало чуть подольше, но тем не менее такой как бы момент есть касательно того, что люди приезжают с грин-картами. Ну, как бы люди, которые приезжают с грин-картами, это немного другая категория людей, потому что, а, ну, скажем так, когда ты случайно участвуешь в лотерее, а дальнейшем выигрываешь грин-карту, то есть зачастую люди даже думают, там, ехать или не ехать. Ну, как бы мы же как бы Зуртан не можем говорить, что как бы те люди, которые выиграют грин-карту, они как бы будут относиться как бы так трепетно к ней. Потому что зачастую такое бывает, что те люди, которые получают грин-карту, они, ну, не знаю, как то есть к ней безалаберно относятся, не понимают всего того, что дает им эта грин-карта. Поэтому касательно этого момента, мне трудно им что-то советовать. То есть как хотят, пусть и живут, как говорится. Но зачастую в активности я таких людей не вижу. Алло, слышно меня, Слушай, да? я извиняюсь, разряжался ноутбук, вполне возможно, из-за этого были проблемы, пришлось тут побегать. Мгм. Сидел в таком месте, в котором, значит, не запитан был рабочий Мгм. стол. Ну вот, э, следующий такой вопрос. Что там с активностью бурятских фондов? Я помню, я приветствовал создание вот этих бурятских фондов правозащитного характера. Они на этот счет какие-нибудь коммюнике что-нибудь проводят, какие-нибудь мероприятия? На мой взгляд, бурятские фонды проводят определенные мероприятия, но зачастую это просто, ну, понимаете, даже бюрократические моменты, то есть получение грантов, это, значит, подготовка, так сказать, документов, да, для получения грантов, потому что на самом деле без финансовой опоры сейчас, в принципе, сложно какую-то деятельность вести, особенно если она некоммерческая, направлена на поддержку определенных, так сказать, слоев населения, да, или определенных социальных групп. Поэтому как бы фонды относительно новые, э, большая миграция, которая была в 22 году, 23-м, 21-м, а иногда даже в 2020 году, она вот достигла своего апогея в какой-то степени. И, в принципе, потребность в этих фондах, она относительно, ну, скажем так, недавно появилась, потому что, ну, такое большое количество бурят раньше не проживало. А сейчас очень много приехало. И, соответственно, ну, какие-то потребности в правозащите
в помощи с иммиграцией, с адаптацией, они появились. Соответственно, затем появились фонды, и для полноценной работы фондов, да, ну, необходимо определенное время для того, чтобы там, э, так сказать, получить это, так сказать, подтверждение, да, в получении грантов. Поэтому она как бы такая, знаете, вот работа невидимая, вроде кажется визуально ничего не видно, а на самом-то деле там кулуарно, да, так сказать, значит, работа какая-то проводится. И поскольку это бюрократическая система США, а, к сожалению, это все происходит не так быстро. То есть для этого необходимо собрать определенный пакет документов, необходимо Это связаться с понятно. А определенными вопрос, вот лицами смотри, и так слушай, далее. ладно, новая волна И, мигрантов и там, вот, нужно, чтобы активные были, сами как люди были активные. Зурдан, нужно, Не, чтобы я еще сами люди были говорю, активные. первые же буряты там в Соединенных Штатах оказались еще в 80-е годы. Там по линии, видимо, службы внешней разведки Советского Союза еще были высланы. Какие-то композиторы, деятели культуры и так далее. И что, неужто вот то поколение, которое в США сидело с 90-х годов, оно вообще никак там не оформилось, ничего не создавало? Потому что, ну, я знаю, например, что во время гастролей театра «Байкал» там достаточно большое количество танцовщиц оставалось в Соединенных Штатах, да, знаешь, 90-е, 2000-е годы не самые последние люди туда, в США, переезжали. Так вот, получается, что они-то переехали просто так, то есть не создали никакие подвижки по поводу создания диаспоры там и так далее. Но понимаешь, вот сколько угодно можно там на этот счет раздражаться, но у меня вопрос такой, что, ну, любая, в общем-то, цивилизационная миссия, да, любого человека, это создавать для своих, как скажем, ну, чуть полегче условия. А у бурят получается какая-то вот такая же. Вот я через это прошел, и ты через это должен пройти, ничего не знаешь, дурак, не справился. Типа, уезжай, едь на бутылку, короче, да. И в этом отношении меня, конечно, вот это вот свинское абсолютно отношение к вот тех, которые раньше приехали, к тем, кто набежал, так скажем, после 22 года, вот вообще очень сильно удивляет. Особенно моя претензия очень сильна к этим, ко всем активистам, которые там за демократию в Бурятии выступали, за права человека, а когда вот потребовались организации, ну, да, там создали благодаря Наталье Арно одну такую организацию, но она, в общем-то, никогда не топила и не топит, скорее как организация противодействия, например, тому, что мы собираемся делать, например, да, ну, по поводу независимости и суверенитета топить, например, да, то как вот это старшее поколение, которое, ну, так или иначе, ты там с ними, скорее всего, соприкасаешься, как вот оно свою бездеятельность комментирует там? Ты имеешь в виду про Наталью Арно или про кого? Или в целом Не, ну про про всех людей? тех, кого ты там видишь, кто там сидел еще с этих, с 90-х, с 2000-х годов. Они Ну, вообще честно там говоря, появляются или тихонько сидят, короче, с американским паспортом, катаются, значит, в Рашку, там покупают квартиры в Улан-Удэ. ну, честно говоря, я вот не видел людей, которые с 80-х, 90-х здесь живут, да. Максимальный, допустим, вот срок, да, с которого люди проживают в этой стране, который я видел, наверное, 2000-е года, когда люди тогда активно заезжали, да, в эту страну. Это же были студенты, на самом деле, это же не были Ну да. зачастую политические беженцы, да, скажем так, которые, возможно, там боролись за независимость и суверенитет, да, Бурятии. Поэтому, как бы, не могу прокомментировать за людей, которые находятся здесь с 80-90-х годов, потому что, ну, они уехали из Советского Союза, соответственно, не было вот этой вот развитой правовой культуры, на мой взгляд, в ходе которого, да, они могли бы там, знаете, продвигать наши права. Потому что, ну, насколько я вижу, как бы такая потребность, она Ну, короче, не появилась. было, потому что национальная идея, да, то есть вот они Да, отсутствует этот рассматривали компонент. себя только в рамках семьи, получается. То есть нету этой политической цели, нету политической вот этой вот идеи, да, или, так сказать, требования, да, и, соответственно, когда у нас возникает какая-то идея или цель, соответственно, у нас появляются инструменты, да, каким образом можно достигнуть этих целей. Соответственно, на тот момент, как бы, я не думаю, что в 80-90-х годах те люди, которые сюда переезжали, особенно выходили замуж,
замуж, да, отмечу. Они там, допустим, женились и получали таким образом документы, думали о независимости. Потому что, во-первых, это было в единичных, так сказать, скорее всего, экземплярах. А во-вторых, как бы, ну, не было, наверное, устойчивой вот этой вот системы, да, вот, по которой люди могли бы работать. То есть какое-то, знаете, вот, какая-то организация, да, ну, имеется в виду организация людей, да, которые там были бы объединены общими целями и, соответственно, достигали бы этих целей. Поэтому за тот период ничего не могу сказать, но Ну, как сейчас мы видим, появились, вот смотри, ну вот сейчас они и появились. сейчас по оценкам от 10 до 20 тысяч бурят проживают на территории Соединенных Штатов Америки. Это уже довольно большая численность населения относительно соответственно, ну смотри, то есть получается, это уже достаточно большая группа населения даже для того, чтобы представлять кого-то в виде лоббистской организации, которая бы лоббировала, допустим, какие-то определенные интересы. В этом, конечно, проблема в том, что компактно буряты не расселяются. Я вот был на такой конференции здесь, в Варшаве, научной, и выступал осетинский спикер, женщина, и вот она приводила, значит, примеры о том, как осетины там мигрируют. И оказалось, что есть такие нации, которые не диаспорообразующие. Я впервые об этом узнал, и, в принципе, по критериям, которые вот она называла, буряты подходят вот под эту как раз, как и осетины, например, да. А мы знаем, что осетины – это самый такой русифицированный, значит, подвергшийся вот такой ассимиляции мощнейшей, значит, через религию, через там военные части, через всякие академии, через систему вот этого русского советского образования, да. И в целом вот похожая ситуация, как у осетин. А, например, взаимодействие, например, с более крупными диаспорами. Вот как там с кыргызами, например, знаю, 80 тысяч. Знаю, что граждан Монголии из МНР, ну, из Монгольской Народной Республики, тоже порядка 80 тысяч в США живет. Знаю, что очень большая диаспора с Узбекистана и Казахстана. Ну, такие новые, молодые, у которых куча там организаций уже, я там даже на парочку организаций в Фейсбуке подписан, которые проводят массовые мероприятия, там даже какие-то конкурсы разыгрывают на сотни тысяч долларов. То есть в чем вот проблема бурятских, значит, от того, что организации неправильно работают, или это просто вот следствие того, что народ тотально запуганный, боится там за каких-то мнимых родственников, что какую-нибудь там баирку, мента уволят из-за того, что кто-то из братишек, сестричек там где-то в Соединенных Штатах Америки находится. Вот когда ты, как ты думаешь, когда вот этот вот страх, внесенный, значит, коммунистами, коммуняками этими бурятскими и КГБшниками, вот этими НКВДшниками, когда вот он у бурят выветрится? Относительно этого вопроса, Ну, почему я считаю, такая ситуация происходит? Я считаю, это связано непосредственно с периодом прихода большевиков, когда началась гражданская война, и, соответственно, в дальнейшем, когда проводилась против бурят геноцидальная политика, скажем так, в целом советского режима или в целом русского мира, да, когда необходимо было, грубо говоря, взять и разъединить этих людей, удалить национальное самосознание и советизировать их, а в дальнейшем на сегодняшний день русифицировать. Каким образом это можно выветрить? На самом деле, на мой взгляд, это просвещение, и, соответственно, у людей должна быть общая цель. То есть должны люди понимать, зачем это им нужно. Когда у них нет цели, когда они преследуют разные цели, какие-то люди преследуют там сугубо меркантильные цели, там, заработать себе на квартиру в Москве, там, заработать на квартиру там, на Верхней Березовке, там, купить себе 200-го крузака или что-то в этом роде, ну, в дальнейшем сильно на этом не уедете. Потому что должна быть определенная цель, должна быть определенная идея, ради которой ты будешь, как говорится, гореть, да, и жить, соответственно, по всей своей жизни. Когда твоя деятельность, она будет, ну, то есть ты работаешь, ты создаешь какой-то бизнес и так далее, а она будет
как-то параллельно идти с твоей идеей, да, о том, что необходимо возродить и вернуть свое достоинство, да, которое у нас на протяжении многих веков забирали, так сказать, на протяжении 400 лет. И, соответственно, необходимо прекратить эту несправедливость и выйти из этой, так сказать, матрицы, губительной матрицы для нас. Вот когда, грубо говоря, этот момент, он решится, тогда, я думаю, такой мощный толчок будет в этом плане. Потому что, к сожалению, когда люди приезжают сюда, им необходимо, так сказать, адаптироваться к этой стране, им нужно закрепиться в этой стране, и, соответственно, это требует какого-то времени. И, на мой взгляд, когда люди начнут крепко вставать на ноги, когда можно будет с ними разговаривать уже по пирамиде Маслоу, да, каких-то более, так сказать, высоких вещах. И когда мы Ну да, будем я проводить просветительскую то же деятельность, самое хотел сказать о том, что вот действительно есть Зутан, я проблема сейчас скажу, я интег... расскажу. Да-да-да. Я просто имею в виду, когда вот мы по пирамиде Маслоу поднимаемся, и когда у нас базовые потребности закрыты, тут как бы важно людям доносить информацию правильно. То есть им нужно объяснять, почему, ребята, вы вообще в целом оказались здесь, понимаете? Это же, ну, не просто так, что вы там, ну, чего-то захотели в жизни изменить. Это на самом деле следствие, так сказать, губительной политики русского мира, понимаете? Вы же не просто так здесь оказались. То есть нужно понимать вот эту причинную следственную связь, вот эту вот, грубо говоря, поколенческую, да, вот причинно-следственную связь. Потому что если мы посмотрим в истории, когда приходил русский мир, у нас люди постоянно уходили со своих земель. Кто-то уходил во внутреннюю Монголию, да, в Китай. Кто-то уходил, грубо говоря, в Монголию. Кто-то уходил в другие страны. Это же не просто так возникало. Почему у нас такое Ну, то малое есть вот это количество в людей? 22 Бурятов году это же, фактически такой же исход, который вот совершили, например, шенехенские буряты в да, свое время. Это такой же вот да, исход, который да, совершили коренские буряты, откочевав, значит, в Цинскую империю тогда. Вот, значит, да. ну, она уже тогда, Монголия была свободная, Багдагыганская так называемая. Но потом их догнала же все равно вот эта система. То есть там Чайбалсан, да, во время культурной революции происходило уничтожение тотальное, когда вот эти бешеные хунвебины там вырезали просто монголов, там всех подряд просто, потому что кто-то там считал, что монголы это дикие, это там поколение, как это, извечный враг китайцев там и так далее. То есть в Монголии той же эти красные коммунисты при Чайбалсане устроили геноцид всех, кто старше 12-13 лет, уничтожили. То есть, видишь, и эти факты, они абсолютно неизвестны в мире. То есть вот сейчас, бывая здесь в Польше на различных конференциях, я вот вижу о том, что бурятские исследователи, которые находятся в Бурятии или даже, например, находятся где-то за рубежом, они мало вот на этот как бы сегмент обращают внимание, а их же нужно вводить в научную литературу, да, и вот, например, вот этот исход последний через Мексику в США, например, да, он же требует тоже научного исследования, и вот эти вот, я считаю, в том числе важны контакты. Почему эти фонды в Америке должны устанавливать контакты, в том числе с научными организациями, для того, чтобы привлечь туда либо самих бурят-исследователей, которые сидят там где-нибудь в БГУ, в техноложке или, значит, в Институте монголоведения, буддологии и тибетологии, то есть выбивать гранты какие-то, стажировки и так далее. То есть это на самом деле действительно очень сложная техническая работа, но она исполнимая, понимаешь? То есть можно же говорить, ой, работа тяжелая, вы знаете, там денег нету, работать не будем. Но кто-то же должен, как говорится, назвался груздем, лезть в кузов, в кузовок, как говорится. Ну, давай да. поговорим, вот, например, про активиста. Его, правда, Баир-режиссер назвал Даффи, значит, бурятской оппозиции. Это Александр Барахоев. В общем, он оказался... Балахоев. А? Балахоев. Балахоев. Просто о нем крайне скудная информация, то есть ни Фейсбука, ничего нет. В общем, ни сайта, ни сайта, значит, Тузгара, там нигде вот он не фигурировал до поры до времени. Но я знаю, что у него ситуация немного хуже, чем у Аюши. Аюша Дандаров, да? Да. У Аюши Дандарова, слава богу, его отпустили, но я считаю, что это уже
плюс 100-500 к тому, что его не депортируют, потому что наши зрители должны понимать, если вы сидите в детеншене, вас депортировать могут вот так, просто даже без решения суда, без ничего. И если ты Нет, не... решение суда будет. Решение суда будет, просто, понимаете, кто-то не хочет сидеть долго в детеншене, мариноваться, так сказать, и поэтому Ну, они подписывают некоторые решения о добровольной депортации. То есть такие как бы случаи бывают, поэтому без решения суда вряд ли депортируют, потому что нужно обязательное решение суда. То есть, ну, в этом плане американское законодательство, оно идет, как говорится, по определенным ступеням, по определенному процессу. Но касательно, допустим, вот ты сказал Дафи, да? Не знаю, если говорить про Александра Балахоева, то, ну, вообще у нас очень многие мужчины, да, занимаются, так сказать, деятельностью, связанной с логистикой, транспортировкой, так сказать, грузов, товаров, да, то есть мы, грубо говоря, помогаем Америке, грубо говоря, работать в плане того, что перевозим грузы. И, соответственно, касательно него, ну, как бы Александр действительно участвует в деятельности по обретению независимости и суверенитета Бурятии. И, соответственно, из-за того, что он работает дальнобойщиком, да, то есть ему не всегда удается посещать абсолютно все митинги. Но вот эти крупнейшие, грубо говоря, какие-то форумы, какие-то конференции, ну, он если он, допустим, бывает близко, да, вот к Нью-Йорку или к Вашингтону, да, конечно, без проблем он участвует. Просто на самом деле он, возможно, не очень медийная фигура, поэтому о нем сильно многие люди не знают. Вот. Касательно того, в какой он сейчас ситуации находится, но он, если не ошибаюсь, он находится в штате Оклахома, и, соответственно, суд, скорее в всего, у общем, он него будет находится там же, проходить где там. его приняли, да? Ну, насколько я знаю, да. Может быть, его этапировали в другой детеншн. Ситуация может поменяться. Но если, в принципе, у Александра есть хороший, нормальный кейс, и, соответственно, он этот кейс может защитить на суде, никто его не депортирует. Потому что, ну, в его случае, как бы, у него шансы достаточно хорошие. Ну, я вот, И, например, в интернете вбиваю Александр Балахоев, да, и, знаешь, вот выскакивает правительство Республики Ингушетия сразу. То есть его вот нигде нету, даже сейчас, после того, как его нет, там... Александр Болохоев набери, там по нему очень много статей вышло. Так в том-то и дело, что он как Болохоев или Балахоев. Болохоев через Ну О. да, вот вышли там несколько настоящее Очень время. много статей. Свобода, вот вижу, да, там... Важные истории. Айзнов Раша, даже Люди Укрнет, Байкала. люди Да. Байкала написали, да. Ну, то есть, Да. другое дело, что вы поймите, ребята, надо раньше интервью давать. Не когда тебя уже схватили, и потому что там все зависит от того, ну, что им там в голову взбредет, понимаете. А если у вас есть еще какие-нибудь, вот как мы знаем, по примеру, значит, этого, как он, трэш-стримера Аяна БНД, который сидел в тюрьме, например, да, там же ведь это учитывается. Ну, хотя даже это был абсолютно проступок, это по, значит, по российскому, по вот этому наполеоновскому кодексу, так скажем, гражданскому, да, это как бы считается административное правонарушение, но в США даже любая административка, она будет работать не в вашу пользу. Вот ты подтверди это или что там говорят. Ну и Касательно... потом еще вот по поводу адвокатов и так далее. Некоторые, вот какова вероятность попасть на вот такого же мошенника, адвоката, потому что говорят, что там в большом количестве такие люди, там потом ломают ценник, короче, там все прочее. То есть все-таки ты, ну, что предлагаешь там, иметь адвоката или не иметь? Конечно, иметь адвоката, потому что, ну, никто из нас не является квалифицированным, образованным юристом с американским образованием и ученой степенью в праве в Соединенных Штатах, потому что иммиграционное право оно достаточно большое. И поэтому человек, который не имеет юридическое образование
и не работал никогда в этой, так сказать, в этом направлении, да, скорее всего, без адвоката ему делать нечего на суде. Ну, как бы это очень сложно, потому что даже люди с железобетонным кейсом могут завалить свой суд. Ну, просто потому, что не знают, как работает американское право. Касательно того, что, допустим, административки или уголовки, большой минус — это наличие уголовного, так сказать, прошлого. Касательно административного зависит, ну, честно говоря, я не адвокат, и я не имею права, так сказать, говорить там от лица адвоката или давать какие-то юридические советы. Но, насколько я слышал от адвокатов, если даже есть уголовные статьи, но если они политически мотивированные, тогда это одно дело. Другое дело, когда уголовные преследования там были там за убийство или там за грабежи или что-то в этом роде. Тогда, конечно, нет, это большой жирный минус, и, соответственно, вряд ли вас пропустят после этого. Касательно арестов уже на территории Соединенных Штатов, да, это большой минус для судей, потому что когда они принимают решение, они все равно смотрят на то, какой человек, скажем так, в целом, да, то есть как он себя ведет, платит ли он налоги. Если он платит налоги, это большой плюс. Если он не совершает преступлений или каких-то административных проступков, то есть здесь делится повышение на felony и misdemeanor, да. Если это felony, уголовное преступление, это огромный минус. Скорее всего, вам ничего не одобрит. Максимум, что одобрит, это, наверное, вас просто защитят от депортации. То есть это есть cancellation of removal или там withholding of removal, да. Точнее, не cancellation, а withholding of removal, Ну, я задержка вас, смотри, депортации. слушаю тебя и чувствую, ты, ну, вот в этой теме ты читал какие-то, консультировался с адвокатами и так далее, читал какие-то именно американские на английском языке ресурсы. И вот что бы ты посоветовал тем, кто, ну, вообще он какой, ну, валенок, так скажем, да, то есть где найти такую информацию, в каком, значит, в какой стороне копать, потому что тебя, когда берут, там же еще есть проблема такая, что многие же не учат английский язык, даже дуалингва не сидят там, знаешь, хотя Да. времени вот в этой работе, значит, этим трак-драйвером полным-полно, когда есть свободное время там на загрузке или еще где-то там 5 минут в день уделить дело английскому языку, даже этого не хотят. Ну, пеньки, ну, бывает такое, то есть, в общем, там недостатки того, что, значит, бурятское образование не существует, а то русское колониальное, значит, русификаторское образование, оно очень бедное, не может себе позволить в какой-нибудь бурятской деревне иметь хорошего учителя английского языка, например, или интернета для того, чтобы дети общались, например, там с первого, со второго класса со своими сверстниками, допустим, в Соединенных Штатах или и Великой Британии, например, да, на английском языке, то очевидно, что будут мощнейшие проблемы. Хотя я, так скажем, могу сказать, что бурятоязычные, английский, корейский, другие языки очень хорошо учат. Это вот проблема именно русифицированных. Ну, И я вот прокомментирую момент, связанный с тем, что что говорить, наличие языков. потому что хапнули тебя, и некоторые же просто оцепеневают. Первый раз для них там наручники надели, еще что-то, как в кино, в американском. Вот что им делать? Совет дай небольшой. Ну, во-первых, воспользоваться грамотной юридической помощью, всегда себя защищать, быть готовым к любому развитию событий. И, соответственно, нужно понимать, что ваш адвокат, которого вы наняли, он должен вас защищать. И, соответственно, для того, чтобы он вас защищал, вам необходимо дать ему, так сказать, материал, по которому он вас будет защищать. Если у вас нет материала, вряд ли вас адвокаты будут защищать. Ну, по крайней мере, нормальные, лицензированные иммиграционные адвокаты не смогут вам предоставить помощь, как бы они не хотели этого сделать. Но если вы со своей стороны не плашаете, если вы со своей стороны не даете поводов, да, для того, чтобы вас арестовали, ну, у вас должно быть все хорошо. Но если так произошло, вы должны понимать, что у вас есть, так сказать, юридические основания, чтобы остаться в этой стране. В Но противном случае самое шансов основное в нету. американских судах это не врать, не придумывать. Да. Потому что вот трэш-стример, он там рассказывал, что один не прошел суд по той простой причине, что он сделал справку об избиении в Курумкане, а был избит в Улан-Удэ, и тот заинтересовался, а как ты избитый там,
12 или там 15 часов, значит, смог в тот же день сделать в Курумкане справку. Ну, то есть возникли такие определенные, даже с документами, вот эти несостыковки. Ну, то есть, ну, это говорит о том, что вот эти люди, которые таким образом пытаются делать, они такие советизированные, подвергшиеся вот этой задорновщине, понимаешь, там, что американцы все дураки, все съедят там и так далее. То есть в этом отношении, конечно, дураков там нет, тем более сейчас добавился вот этот существенный элемент, когда уже люди, если раньше они стеснялись говорить, что они расисты, например, да, и судьи там, и все прочие. И, кстати, не обязательно тот же работник мексиканского происхождения, ICA-шник, да, он не расист, например, по отношению к азиатам или там черный какой-нибудь. То есть такое тоже может быть, и поэтому вы должны быть, буряты, ну, как бы во всеоружии, что называется. Дети проинструктированы, дуры жены тоже проинструктированы, что говорить и так далее. Там, интервью на страх, если вот надо, там, Сандан к вам ворвется среди ночи и начнет там допрашивать, короче, вас, чтобы, ну, чтобы тренировать просто организм на правильные ответы. Так, по конференции, которая прошла 25 октября, что бы ты мог сказать? Что это за была конференция вообще, кем организована, о чем там говорили? Нам это какую-то пользу принесет, проведение участия в такой конференции и так далее? Конференция, которая прошла, если не ошибаюсь, 24 октября, 23-24 октября, не помню уже точной даты. Да, конечно, она будет полезна для нас всех, потому что там как бы заявляется о том, что происходило с нами, что происходит в Российской империи, да, так сказать, в кавычках. И, соответственно, мы же даем, так сказать, мы же это показываем не только для себя, то есть приходят не только свои, но приходят и те люди, которые живут здесь. То есть различные политические деятели, различные, так сказать, люди, которые работают в университетах, да, профессорами, докторами наук, которые в дальнейшем будут защищать наши права, помогать нам достигать наших целей, да, и, соответственно, которые в дальнейшем могут помочь бурятскому национальному движению. Организовано-то было движение Вики Молодаева, Indigenous of Russia, вот, и, соответственно, мероприятие довольно-таки прошло на высоком уровне, достаточно организовано, поэтому, в принципе, как бы любые мероприятия, которые выступают в защиту наших прав, они как бы на самом деле имеют, так сказать, позитивный характер для нас, потому что, значит, если люди живут в России, и за их права никто, так сказать, не в России, да, там сильно не впрягается, то здесь как бы ситуация абсолютно другая. И любая активность, она как бы идет нам только в плюс. Ну, в общем, вот этим всем движением, которые там подписывали декларацию, значит, создали, значит, этот, как он, господи, называется-то? Декларация о независимости, создание комитета или о чем? Центр бурятской независимости, или как он? Комитет бурятской независимости. Комитет бурятской независимости, да. В общем, волонтеры им нужны, короче, получается. Конечно, конечно. Или там все перепугались? Нет, на самом деле волонтеры нужны, волонтеры всегда нужны. Нужны идейные люди. Недостаточно быть волонтером, нужны идейные люди. Это вы знаете, как мне как-то рассказывали, когда корейцы в Южной Корее, да, приступают к работе, перед тем, как приступить к работе, они там зачитывают какую-то клятву перед своей страной о том, что они будут работать тяжело и усердно для того, чтобы Южная Корея, так сказать, становилась только лучше, более благополучной, и, соответственно, страна становилась сильнее. Соответственно, каждому буряту тоже надо вставать перед работой и приносить, как говорится, клятву, да, перед, так сказать, своей, так сказать, суверенной, да, так сказать, будущей страной о том, что мы положим все ради того, чтобы достичь своей цели. Будем трудиться. Душу тіла мы положим за нашу свободу и покажем, что мы братья бурятского роду. В любом случае, как бы... Я переделал гимн Украины на бурятский лад.
Как бы, что, в принципе, за щас бы я за такое, это улетел бы надолго, там, на 15 лет. Филонова бы мне носила передачки. Может быть. На 15, но на 12 бы точно. Серега, у ну вы нас знаете, стрим будет в 5 часов, я извиняюсь, здесь Сергей, мой соведущий по радио. Мы просто чуть раньше пришли на радио, и чтобы провести стрим с Санданом. Серега, будем говорить в 5 часов. То есть это буквально через 1,5 часа. Я извиняюсь, там Сергей просто он любит комментировать, и Нет, я поэтому... никогда... в любом случае, подписчикам, да, вот Зултан, да и не только те, кто будет смотреть, я хочу просто сказать то, что как бы русский мир не уничтожал нас, как бы он не хотел задавить, так сказать, да, любую инициативу, которая происходит и исходит с нашей стороны, у них это не получится сделать, потому что если идея жива, так сказать, люди, которые последуют этой идее, они найдутся, они в любом случае появятся. И не надо бояться этого режима, да, нужно любым способом пробовать себя защищать и действовать, потому что, ну, у нас нету другого выбора. Мы либо выживаем, либо нас, как говорится, уничтожают в конец. Мы не хотим второго исхода, поэтому необходимо следовать первому исходу. Мы должны себя защищать любыми способами, желательно правовыми, но и не только. Да, я вот все время обращаюсь к людям, потому что, смотри, сейчас такая ситуация по всему миру идет, и здесь тоже в Европе очень сильно обсуждается вопрос, что вот вроде проблема с мигрантами, пустили, значит, каких-то там, вот Трамп на это наседает, и действительно так и есть, то есть многие американцы, живущие, ну там же фактически такие гетто богатых, гетто бедных, гетто среднего класса и так далее. Они, в общем-то, друг дружкой совершенно практически не пересекаются в бытовой жизни, кроме как когда преступления и так далее. Но вот в этих бедных гетто латиноамериканских там мощнейшая устроена вертикальная мафиозная система с очень жесткой иерархией, с убийствами, с отрезанием голов и так далее. И то, что там в кино показывают, что там какие-то злобные мужчины, Сикейрос там работает, там и женщины, и дети, и все там вовлечены в этот процесс. И, естественно, в этом отношении Трамп опирается, безусловно, на данные и американских разведок, и, значит, вообще, в принципе, данные того, они так или иначе отслеживают, Путин туда в Соединенные Штаты проникает, особенно касаемо преступных группировок, связанных с такими режимами, которые в Венесуэле, в других республиках, вот этих латиноамериканских существует, в той же Мексике, например. И они действительно там нелегально находятся, живут очень хорошо, не работают в траках там и так далее. Я вот поэтому предлагал, значит, как-то объединиться с другими представителями, значит, других наций, которые подвергаются тоже, значит, ну, я считаю, что это незаконные депортации, когда просто там давят, знаешь, бывает, что ты вот на пределе там психических возможностей своих, там тебя берут айсиэшники и говорят, мы тебе сейчас штуку долларов даем, короче, и ты в Кыргызстан или там в Казахстан уезжаешь. И многие срываются, уезжают, вместо того, чтобы побороться. То есть расчет на это. А расчет у них такой, потому что до конца этого года, если я не ошибаюсь, они должны депортировать 300 тысяч человек, а за год календарный 1 миллион. Вот как там взаимодействие вот с этими организациями тоже происходит, там с монгольскими, например. Ну, я вот знаю, что ты, Сандан, это такой современный панмонголист, всех монголов собрать в единую Бурятию, в общем, там, с собой перемешиваться только, там никого с других сторон не брать, короче. Вот ну, на самом деле... Нашел? Взял уже? Держишь крепко? Касательно данного вопроса, да, работа в этом направлении ведется, потому что, как бы, ну, если касательно говорить про Монгольскую Народную Республику, они уже независимые. С другой стороны, как бы у них тоже есть активисты свои, а один из таких видных активистов это бывший президент Монголии. Касательно нашей стороны, да, значит, такая работа тоже ведется, контакты налаживаются, потому что люди абсолютно разные, люди в определенный момент жили, как говорится, в разных странах, и, соответственно, необходимо определенное время для того, чтобы
ну, так сказать, синхронизироваться, да, в этих направлениях и работать, так сказать, полноценно. Касательно, значит, ситуации, да, связанные с криминалом, ну, как бы криминал, возможно, будет ловиться, но как бы это требует определенных, так сказать, усилий, да, со стороны властей, поэтому то, что я вижу на данный момент, ловит абсолютно всех. Просто легче поймать людей, которые сами к тебе идут, так сказать, в руки. Зачем напрягаться? Вот тот человек, который тебе в руки идет, ты его проверил, посмотрел, нашел какие-то моменты, нюансы, арестовал, план закрыл, все, день прошел, начинается Ну, следующий это день. точно так же, как вот вражки менты. И с тем же Но самым. сейчас палочная система у них появилась, да. То есть, как бы, казалось бы, как такое возможно в Америке, но именно у иммиграционных агентов в данный момент, ну, насколько я это вижу и насколько заявляется это в средствах массовой информации в американских, да, существует определенный план по поимке людей, потому что, ну, как бы власть здесь подотчетна, и она должна отчитываться перед теми людьми, которые ее избрали. И, соответственно, у них определенные есть цели для того, чтобы можно было говорить об эффективности вот этого вот управления, да, новой администрации. И, соответственно, вот эти вот миллион мигрантов, как говорят некоторые СМИ, действительно, это определенная цель для них, которую они должны достичь за данный, так сказать, календарный год. Вот. Соответственно, это вызывает определенные опасения за, если говорить про наш комьюнити, то за наш комьюнити. Поэтому, ну, люди должны быть готовы к любому исходу и должны иметь хороших адвокатов, потому что, ну, судя по тому, что происходит на данный момент, ну, и как я понимаю, и как в целом говорят СМИ или какие-то определенные эксперты в области миграции, ну, сможет остаться здесь только тот, у кого есть хороший адвокат и финансовые возможности для того, чтобы оплачивать этого адвоката. Ну и мы не должны забывать, что у вас должны быть еще и основания. Если у вас нет оснований, то шансов остаться здесь практически нету, за исключением, там, возможно, брака. Но это не со всеми работает. Ну да, ну и я слышал о том, что... меня слышно? Да. Да. О том, что вот, ну, американцы, они как бы очень редко женятся на мигрантах, которые находятся на территории Соединенных Штатов. Ну, если ты там не из какой-то религиозной секты, там, например, и так далее. То есть, ну, есть такая, то есть, есть определенная наивность у бурятских женщин, что они там себе кого-то найдут с американским документом, поженят на себе, значит, и получат какое-то гражданство. Ну, это тоже способ такой, в принципе. Ничего Но он страшного. рабочий для женщин. Он не рабочий, в основном для мужчин он не рабочий. Он рабочий для женщин, потому что В общем, здесь... если вы бурят-мужчина, идите в какую-нибудь протестантскую секту, и вам там найдут тетку. Ну, это так, это... А вот смотри, слушай, я еще в 22 году предвидел, что такая ситуация приключится. Не потому, что там Трампа выберут, а потому что нам там внутри Бурятии, в Соединенных Штатах Америки, вот в этой нашей маленькой Бурятии, так называемой, нужны свои адвокаты. То есть любая диаспора, она как бы не хочет выносить и ссоры из избы, и деньги также, да, то есть они занимаются такой автаркией своего рода экономической. То есть друг дружку поддерживает, даже если это дороже, например. Евреи так себя поддерживают, хасидские, например. Китайцы, которые половину Нью-Йорка скупили. И вот неужто за это время, за 3 года прошло, не подготовили ни одного, ну хотя бы бурятского там, я не знаю, не адвоката, а вот кто там, баристеры или как они там называются, те, которые могут консультировать, например, на какие-то вопросы юридические. Ну, касательно этого момента, я знаю, что есть бурятские миграционные адвокаты, минимум 2 знаю. Одна это Туяна Куписк, а второго Короче, зовут, если ты не мне ошибаюсь, Сергей. скинешь их контакты, я сброшу под видео, чтобы люди знали. Да. То есть такие есть, но я на самом деле не знаю, как бы они, скажем так, насколько они сильно могут помочь, потому что диаспора относительно молодая, в отличие от еврейской диаспоры То есть ты корейской, советуешь китайской. практически еврейского адвоката, да?
Ну, евреи у нас хорошие врачи, хорошие адвокаты, они хорошие специалисты во многих вопросах. И бурятам Связи. нужно учиться у евреев. Огромные связи. Нью-Йорк — это город евреев, на мой взгляд. Потому что Они какой его они обладают отвоевали у мощью, англичан, у ирландцев и у итальяшек, короче. Фактически так получается. то, какое у них влияние здесь, я даже не могу себе представить, потому что они здесь имеют огромные бизнесы, очень много коммерческой недвижимости им принадлежит, очень многие бизнесы им принадлежат. И что бурятам нужно усвоить, это то, как евреи, так сказать, поддерживают друг друга. Они как бы поддерживают свои только бизнесы. То есть, если они кушают где-то, они кушают у своих. Если они покупают что-то, они покупают у своих. Ювелирные украшения у своих. А, Недвижимость снимают у своих. И таким образом деньги остаются внутри диаспоры, и диаспора становится сильнее. Но и в то же время сама диаспора помогает своим, так сказать, м, гражданам, да, то есть еврейского происхождения. То есть у них работают фонды, у них работают адвокаты, у них работают даже вот поликлиники, у них даже есть охрана. Вот есть у нас еврейские улицы, и там ездит, значит, охрана еврейская, называется Шмира. Мгм. Это они имеют такой полицейский автомобиль, но он немного другого цвета, да, значит, он имеет немного другой цветовой окрас, но он также едет с полицейскими маячками. Значит, и, соответственно, они патрулируют улицы. И есть дружинники, да, Шомрим называется. Тоже, если какого-то еврея бьют, и не только евреев, они подбегают и помогают, и защищают Ну их. вот надо взять трэш-стримера БНД, на программу по вытрезвению отправить, короче, и пускай он там в Нью-Йорке создает тоже бурятское МВД, короче. Ладно, еще давай, мы уже в принципе час разговариваем. Пробежимся по Мамдане. Плюс или минус для бурят? Новый мэр Нью-Йорка Мамдани. Честно говоря, мне трудно ответить на вопрос, Ну, плюс он это что-то или вроде минус. говорил, что Нью-Йорк станет городом-убежищем, типа такого. Ну, есть федеральные власти. Просто если федеральные власти захотят ввести национальную гвардию или больше агентов, так сказать, АИС, а АИС — это у нас Ну, федеральный. федеральное ведомство, да. И, соответственно, тут, скорее всего, будет политическая борьба из-за того, что новый мэр появился. И эта борьба, на мой взгляд, будет показательная для всей Америки, потому что здесь находится, ну, на данный момент основная политическая арена, да, потому что очень большое внимание к этому городу. И, возможно, будет больше арестов, на мой взгляд. На мой взгляд. А плюс это или минус? Плюс нет, потому что он может запретить полиции Нью-Йорка сотрудничать с АИС, но просто сами АИС, они будут больше здесь действовать. Ну, просто им Белый дом развяжет руки, и все, они будут ездить по улицам, и все. То есть это определенное будет противодействие новому мэру. И тут как бы я абсолютно не понимаю, как у нас ситуация может в дальнейшем пойти. Ну, остается только наблюдать и готовиться к суду. Вот и все. То, что я могу Что ты посоветовать, готовьтесь скажешь, к суду. например, по поводу того, что сейчас активно вот эта русская пропаганда в Улан-Удэ, там в связи с тем, что они, ну, как будто бы раскрыли убийство вот этой Нарбоева и вот этой Саяна, по-моему, как-то, да, что им оказался бывший мент, то ли майор, или какой-то капитан Болотов, который в 2021 году уволился из службы и уехал в Соединенные Штаты на политическое убежище. Но его там не пропустили, то есть не выпустили из детеншена и, значит, отправили, хотя я не знаю, где его родня находится. Все ли они там были в Соединенных Штатах Америки? Ну, в общем, как ты считаешь, это вот конкретно дискредитация, будут ли они это использовать, что все, кто в Соединенные Штаты Америки убежал, это вот такие дегенераты там с раздвоением личности, там, которые людей на улице убивают. Или это все же вот продукт чисто ментовской, которых вот в каком-то огромном вдруг количестве там начали засылать и в 2021-2022 году. Тот же БНД, например, трэш-стример, вдруг внезапно взял, собрался и укатил в Соединенные Штаты Америки. То есть с чем это, ты думаешь, связано? И вообще там как вот эти вот менты, которые натурализовались, пытаются натурализоваться в Соединенных Штатах, как они там себя ведут, тоже ли активны в
политическом, или они там занимают такую выжидательную позицию, собирают информацию по бурятским активистам. Мы, кстати, А, будем сегодня с Сергеем говорить чуть позже о таком Рогове, которого здесь в Варшаве задержали. И вот он как раз этим занимался, собирал информацию, значит, на флешках, еще на каких-то вещах отправлял эту информацию, значит, куда-то туда, куратору своему там и так далее. Но это будет буквально через 1,5 часа. Ну, касательно убийства Сысек и Сергея, там, да, вот Сысек Буинова и Сергея Нарбоева, или Стас Нарбоев, если я не ошибаюсь. Не знаю, зачем, ну, на мой взгляд, когда я смотрю с точки зрения вот американского, да, вот, например, взгляда, то здесь, допустим, когда какое-то совершается убийство, да, здесь, в принципе, полиция, она проводит расследование, и, в принципе, как бы это расследование потом становится публичным, они показывают все материалы дела. Касательно вот этого Сергея и Сысек, да, вот, не знаю, я поговорил с людьми, многие люди не верят вот этой вот версии, официальной версии. То, как это выглядит, ну, то есть человек работал полицейским в России работал, продал все, бросил все, уехал за американской мечтой, ну, с точки зрения российской пропаганды, да, уехал за американской мечтой, там полностью разбился, то есть got broke, да, то есть got broke, то есть, ну, потерпел неудачу, вернулся в Россию, бомжевал, и, соответственно, ну, то есть, как бы, вроде бы уехал в Америку, вроде бы должны были помочь, нифига не помогли, депортировали якобы, или там сам уехал, разочаровался, то есть, и, соответственно, приехал сюда и стал убийцей. Ну, то есть, как бы, понимаете, вот в моем понимании для пропаганды это плюс, да, российская, потому что, вот смотрите, вот вы хотите уехать за границу, вот смотрите, человек уехал аж в Америку, да, был целым полицейским, взял огромные деньги, у него там не получилось, не получится якобы у вас, приедете сюда и будете совершать преступления или там станете убийцами там и так далее. И, соответственно, ну, как бы у человека сразу как бы в голове, а зачем мне это надо, лучше я буду здесь, лучше синица в руках, чем журавль в небе и так далее, там подобное. А то, что там русский мир устраивает, так сказать, уничтожение народа, ну, это уже меня там якобы не касается. Ну, не знаю, лично я в эту версию сильно не верю, потому что нету всего материала. Есть, там показывают какое-то видео, но там же не видно его лица. Ну, ты знаешь, Там же не смотри, видно, что... есть методы ДНК, и Мгм. вот здесь в Польше регулярно находят, значит, вот такие очень сложные, условно говоря, случаи расследуют архивные. И я поразился, что здесь на основании 14 клеток, обнаруженных на теле, ну, где-то вот ткань там или еще что-то, удалось расшифровать ДНК, то есть это вот какая чувствительность метода, да? То есть все, кто вот это дело понимают, они, ну, что как наука здесь вот в Европе. То есть на основании 14 клеток было установлено, кожа там или еще чего-то, было установлено ДНК, и по ДНК, ну, в общем-то, через там 15-20 лет нашли убийцу. Женщина оказалась, убивала старух. И о чем это говорит? О том, что при таких вот условиях, как он их убивал, перетаскивал и так далее, там неизбежно гораздо большее количество ДНК оставалось. Да. Поэтому я более чем уверен, что если это он убил, то там должны быть доказательства, именно связанные с ДНК. Если их нет, то это говорит о том, что методов нет. Ну, я даже, Зуртан, тебе скажу, такового понятия в Америке Министерства внутренних дел, которое есть в нашем понимании, его в Америке нету. То есть здесь полицейские департаменты, они независимые. Не может быть такого, чтобы там президент в Белом доме сказал там полиции Нью-Йорка, допустим, я даю вам приказ такой-то, и вы должны сделать так-то. Такого нету. Потому что конкретно полицейские в Нью-Йорк-Сити, они подчиняются мэру Нью-Йорка. Не подчиняются главе государства. И здесь большая разница, потому что, ну, понимаете, тот же самый Бастрыкин может сказать, ну, к примеру, условно говоря, Бастрыкин может сказать, слушайте, нам нужно сделать так, чтобы это преступление выглядело вот так вот, например, да. Я не знаю, как это было на самом деле там, в этом кейсе, но я не исключаю, что это преступление могли подогнать под определенные критерии и сверху, либо тот человек, которому это было бы выгодно. Потому что, ну, в том плане, что, например,
Ну, вот есть, допустим, да, вот определенная политическая атмосфера, и под эту политическую атмосферу нужно подогнать определенные обстоятельства. Соответственно, в Америке, ну, конкретно с точки зрения полиции, это трудно сделать, потому что здесь Ну, полиция а смотри, независимая. А в России нет. если еще, например, вот этот Сашка Балахоев, короче, ну так приключится такое несчастье, что его депортнут в Россию. Ну, представляешь, как он запоет? Ну, то Ну, есть, если его конечно. там не убьют сразу, как вот у меня в комментариях пишут там некоторые, я либо удаляю, либо админ удаляет с группы. Но какой-то комментарий удалось прочитать, что ждем тебя, Халтаров, в Гусинке ждут, хотя я не знаю, что там в Гусинке находится. Ну, видимо, какая-то зона. И вот этих вот всех активистов, ну, такие, ну, знаешь, ментовские, или это дети там пугают и так далее, что там, в общем, ждут нас там. А Боты. представляешь, вот сейчас Александра Балахуева депортнут, короче, а он там, оказывается, там и чуть ли не структуру там Тузгара этого всего знает, анонимных всех участников может рассказать, которым грозит там смертной кары, там, 5-10. Я, конечно, скептически к этому отношусь, короче, что ну, Балахуев может что-то знать. С другой стороны, ну, как говорится, когда надо постоять, когда надо помочь человеку, ну, тут надо помочь, хотя этот Балахоев, он же мне пакостил там, какие-то комментарии под видом то ли кавказцев, то ли чеченцев высылал, короче. Но я его разоблачил, он после этого перестал, конечно, пакостить у меня в комментариях. Но, тем не менее, странный довольно персонаж сам по себе. То есть, поэтому мне как-то странно говорить, но я считаю, что, конечно, мы должны сейчас все за него заступиться, потому что, ну, я представляю, как такой человек с немножко слабой, мне кажется, психикой, да, вот, трусливый немножко, он там запоет, и он будет там прям звездой русской пропаганды разоблачать там все вот эти Тузгары, РХТН там и все прочие организации, которые, ну, в общем-то, ну, мы знаем, что ничем не занимаются практически, кроме там, значит, создания информационного контента. Поэтому как бы надо сейчас добиться того, чтобы Балахоев, Сашка, все-таки остался в Соединенных Штатах. Поэтому призываю всех, кто, значит, заинтересован, значит, в том, чтобы он организовать пикеты американских посольств. Ну, согласованно надо, естественно. Надо выйти на вот эту главную Тузгариху, значит, Марину Ханхалаеву, там, не знаю, она, может быть, в комментариях там напишет, куда ей надо писать, для того, чтобы они, ну, как бы сделали вот это. В Германии, там, в Польше, в других местах, где буряты проживают, под американское посольство, петицию с просьбой не депортировать Александра Балахоева. Ну, чтобы американские власти хотя бы видели, что действительно буряты едины, значит, в том стремлении, чтобы наши, так скажем, политические активисты, может быть, даже враги и соперники, но они находились под политической защитой в Соединенных Штатах Америки. Ну, я думаю, ты по этому поводу тоже немножко что-то скажешь. Как вот все-таки сделать так, чтобы наши буряты в меньшей степени подвергались депортациям из Соединенных Штатов, да и вообще из всех других стран. И вот какие принципы должны они соблюдать для того, чтобы... Ну, они знают мои принципы. Вступать в нашу партию бурятскую, партию бурятского возрождения Бурят-Герун, вступайте. Платите организационные взносы, не без этого. Дураков нет. И, в общем, будем работать коллективно над вызволением Бурятии из лап рашизма. И вот ты, Сандан, что по этому поводу думаешь? Скажи пару ласковых, так скажем. Ну, ребята, обязательно нужен адвокат, обязательно нужно подготовить материалы дела, не быть пассивным, быть активным, заниматься деятельностью по возрождению, так сказать, Бурятии, да, в том числе от Енисея до Амура, потому что, ну, как бы нам необходимо вернуть свои этнические территории, которые ранее были у нас оккупированы и отобраны. Быть начеку, следить, так сказать, за новостями, следить за тем, что происходит, не совершать, так сказать, каких-то опрометчивых поступков, относиться с полной ответственностью к тому, что вы делаете. И, соответственно,
Касательно Саши Балахоева, да, конечно, подписывайте петиции. Необходимо, понятное дело, устраивать пикеты организованные. И чтобы люди не попадали в такие ситуации, как Саша, да, ну, то есть, во-первых, необходимо, чтобы ваш адвокат был готов, необходимо установить контакты также с бурятскими активистами, которые, и не только, которые осуществляют правовую помощь в этом направлении. И, соответственно, также обращаться в фонды, к активистам, чтобы про вас не забывали, и вы были на слуху, потому что как бы комьюнити все-таки осуществляет поддержку и осуществляет помощь в таких ситуациях. То есть, допустим, Аюша Дандаров, да, он в том числе был освобожден, насколько я знаю, с, ну, как бы помощью комьюнити, потому что данный кейс, он как бы освещался, и люди старались помочь, чем могут, и не только. То есть все-таки была правовая поддержка, все-таки была финансовая поддержка, и все-таки, когда люди знают, что ситуация происходит с вами, не нужно молчать, не нужно прятаться, нужно как бы активно заявлять о своей правозащите, о том, чтобы вас защитили, если с вами, не дай бог, такое произошло. Да, Зуртан. Сандан, большое спасибо за интервью. Надеюсь, чаще будем выходить до конца этого года и на будущий год. Спасибо большое за интервью. А с вами, друзья, я не прощаюсь, но в конце каждого видео я говорю, каждое утро повторяйте. Бурятия для бурят, бурятам бурятскую власть, Бурятия от Енисея до Амура. Только так, и не иначе. Всем пока, и через час мы с Сергеем Власенко продолжим эфир, авторскую передачу «Какие-то бурята» на Ими Радио. Большое спасибо. Всем пока. Большое спасибо всем. Большое спасибо всем зрителям. Большое спасибо. Большое спасибо за приглашение.